Следующая тема у нас свободное падение. Движение тела только под действием силы тяжести Земли называется свободным падением. То есть свободное падение – это движение тела без начальной скорости только под действием силы тяжести Земли. При отсутствии силы трения, ускорение любого падающего тела под действием только силы тяжести на Земле равна 9,8 метра в секунду в квадрате. Это ускорение мы обозначаем буквой G и обычно округляем до 10. То есть G обычно мы берем за 10 метров в секунду в квадрате. Это ускорение называется у нас ускорением свободного падения. При свободном падении конечная скорость тела находится по формуле V равна gt, потому что у нас нет начальной скорости, а ускорение у нас постоянное, то есть это движение очень похоже на равноускоренные движения. Только здесь разница в том, что g не только имеет конкретное значение, но еще и имеет направление только вниз. Высота падения тела определяется по формуле h равна gt в квадрате на 2. А у нас третья вспомогательная формула v квадрат, то есть квадрат скорости, всегда равна 2gh. Но все-таки иногда мы рассматриваем случаи, когда тело подбрасывается вверх или вниз с некой начальной скоростью. Если у тела есть какая-нибудь начальная скорость, то из формул равноускоренного движения мы составляем формулу для броска тела вниз или вверх. Так как у нас есть начальная скорость и ускорение у нас всегда равна g и она направлена всегда вниз, мы пишем формулу вот в таком виде. То есть конечная скорость всегда равна начальная скорость плюс или минус gt. А как понять, где мы ставим плюс или где минус? Если направление начальной скорости и ускорение свободного падения совпадает, то мы ставим знак плюс. Мы знаем, что направление ускорения свободного падения g всегда вниз. То есть, если тело подбрасывается вниз с начальной скоростью v0, то мы используем в формуле плюс, а если мы бросаем вверх, то используем минус. Также и у нас вторая формула, то есть формула перемещения h, так как мы измеряем здесь обычно высоту, перемещение обозначаем буквой h. h равна v0t плюс или минус gt в квадрате на 2, в зависимости, в каком направлении движется тело в начальный момент времени. И по третьей формуле у нас квадрат конечной скорости всегда равна квадрату начальной скорости плюс или минус 2gh. Здесь у нас еще приведены формула максимальной высоты подъема и формулы времени подъема. Если мы бросаем тело вверх, то получается тело некоторое время будет подниматься, и в конечном итоге все равно тело остановится. Вот эта высота подъема у нас называется максимальной высотой. Максимальная высота находится по формуле v квадрат деленное на g, а вот время, затраченное на подъем на эту высоту, определяется по формуле t равно v0 делить на g.